Братцы мои, Яха, дорогой, наш старший Борис Мустаевич Гусалов, дорогой мой брат Игорь Кукоев, Фрэнк Синатра. Но больше не буду говорить. Я имею в виду твой ник, логин в Фейсбуке. Спасибо Цукербергу, он нас с тобой познакомил. Вот здесь мой брат, младший брат, которого я всю жизнь искал. Всю жизнь. Ей-богу. Это Мухаммед Жируков. Сегодня один из самых счастливых дней моей жизни. Я хочу, чтобы каждый адык, каждый абхаз, каждый осетин, каждый кавказец, не имеет значения, где бы он ни жил, на Северном Кавказе или на Южном, чтобы он прожил, а я знаю статистику смертности и рождаемости, поэтому, может быть, вы простите меня за то, что я всем подряд не желаю, скажем так, принципиально прожить 100 лет. Потому что я знаю, что 100 лет прожить в наших условиях, и учитывая экологию, учитывая вот эту агрессию времени, невозможно. Но хотя бы, чтобы 87 лет, которых прожил мой отец, чтобы они все прожили. А дальше пусть им Всевышний поможет в соответствии с тем добром, которое они сделали в этой жизни, чтобы они прожили и 100, и как папа говорил мой, 125 лет без капитального ремонта. Мало будет, говорить. Вы ко мне обратитесь, я еще добавлю. Казбек, дорогой. Тот человек, который не понимает в Абхазии огромного значения того подвига, который ты и твои братья, твои однополчане совершили, тот человек, который это не понимает, он мой враг. Я его предупреждаю. Сегодня я здесь, завтра я буду у него. Завтра я приду к нему. И не только я, другие тоже придут. Они с него спросят. И мы заставим его измениться. А иначе он, не жить ему в Абхазии. А если он чиновник будет, он с треском провалится. Я гарантирую. Я гарантирую. Любую проблему, любой вопрос, который не решается, я просто, как твой младший братишка, я хочу знать об этом. Знать. Просто знать. А дальше что будет, как будет, жизнь покажет. Борис Мустаевич, дорогой, Яха, может быть, ты уже понял, кто он такой. Но, может быть, ты пока еще не до конца осознал, с какой историей, с какой личностью. Отстань ты. Понимаете как? Каждая минута, проведенная мною в его окружении, она должна быть мною записана на видео. Потому что это благодать от Всевышнего. Это... Хватит, писал там на телевидении. Я это писал, но я не устаю повторять. Нет крупнее писателя. Нет принципиальнее писателя. Да? Нет сложнее писателя, чем он в Северной Осетии. Его невозможно перевести на русский язык. Подождите, не мешайте, здесь идет запись. Его невозможно. Его невозможно. Ты по-стильски не умеешь читать. Я слышал от людей, его невозможно перевести на русский язык. Настолько он является профессиональным знатоком
осетинского языка. И я сегодня провел маленький социальный эксперимент во Владикавказе. Я обратился к молодым людям. Кого из писателей вы знаете? Никого. Они знают распиаренных писателей, конечно же, великого Костахи Дагурова, перед наследием которого я преклоняюсь. Но они не слышали. Это великая трагедия, это беда. Они не слышали Гусалова. Не слышать Гусалова – это примерно то же самое, как в Абхазии не знать Баграта Шинкуба, не знать Алексея Гогуа, не знать других писателей. Алима Кешокова. И Алима Кишокова, правильно. И вот здесь, Яха, здесь Мухаммед Жируков, мы с ним случайно познакомились в поезде. Да. Я посмотрел, я уже знал, какой он Послушай, национальность. старики стоят рядом. Я прошу прощения, Что просто здесь история... Обзалей, что ли? Не, я понимаю, я прошу прощения. Бахатыр Канут. Хватит тебе. Я тебя учу. Пасхуагал, учу. Сюхашхар. Я обратил внимание на него, воспитанный. У вас огромное наследие. Я второй раз это слышу, очень Кабардинцы, у вас огромное наследие, у вас огромное богатство. Такого богатства, пусть абхазы не обижаются, у нас тоже есть воспитанные люди. Но здесь количество и качество воспитания у вас другое. Я обожаю детей, вот воспитанных. Мусадин Карданов, это мой ближайший друг, мой брат. Это Хаконов Заур. Блин, как они воспитывают своих детей. Это феномен. И когда я увидел его воспитание, он годится мои сыновья. Он ровесник моего старшего сына. И я сказал, ты знаешь, ты кабардинец. Он вытаращил глаза на меня и смотрит. А как вы догадались, говорит? Более того, я говорю, ты из Малой Кабарды, из Джиляхстане, я говорю. Он вообще офигел. Вот так я нашел этого братишку. Я его обожаю, люблю, уважаю. У него прекрасная мама, у него прекрасная сестра. Я хочу, чтобы все они были здоровы. Вот. Я хочу часто, может быть, даже каждый день видеть их, но не получается. Ты знаешь, у меня прозвище в Абхазии Северный Кавказ. Давид Северный Кавказ. Кто занимается Северным Кавказом? Давид. Я хоронил своего отца. Я более чем был уверен, что кто-нибудь из Северного Кавказа вырвется и приедет и украсит похороны. Похороны тоже надо украсить. Ну, ты не видел, ты не слышал. Я опубликовал в Фейсбуке. Да, интересно тебе скажу, я в опоздании еще тебе написал. Да. Ты не слышал, ты не видел, ты потом только вошел. А он тем более, он в контактах находится, и на сайте ВКонтакте. И он тем более, это на несколько недель прошло после смерти моего отца. Он только вот во всем этом мусоре, который появляется во френдленте, он заметил вот это, значит, одну из моих публикаций, и только тогда он, значит, выразил сочувствие, соболезнование и сказал, если бы я знал раньше, если бы я знал вовремя, я бы приехал бы, я бы не остался бы на месте. Ко мне никто из Северного Кавказа не приехал. Меня никто из Северного Кавказа не украсил. Приехали русские из России. Они рано или поздно увидят это видео
Но и они не в той степени поддержали меня. Вот, ну, но я в то же самое время, я никого не виню. Видимо, так получилось. Все от нас зависит. Там дороги размело, не знаешь, что ли? Да, и размыло дороги, да. Это причина. Там тогда дороги размытые не были. Но, тем Ну, не они менее, знали, что размело. тем не менее, вот надо я делать. хочу, чтобы у вас, мои дорогие братья, друзья, было только хорошее. Несмотря на то, что я 5-6 дней бываю в Абхазии, все остальное время по проекту изучения абхазо-адыгских диаспор разъезжаю по всем странам мира, где живут абхазы, черкесы. Несмотря на это, вот дай Бог, чтобы по хорошему случаю намекнете, что будет свадьба, компания. Я все брошу. Все так спланирую. Невозможного не существует. Я буду рядом с вами. И мы будем вот так всю нашу жизнь, чтобы показать нашим детям, нашей молодежи пример для подражания. Спасибо вам. Amen.